Ассаламу алейкум, уважаемые гости. Валейкум ассалам ва рахматуллах. Скажите, кто вы, откуда приехали? С города Хасавюрт. Что вот побудило вас приехать на этот зиарат посланника Аллаха, алейхиссалям? В первую очередь частица пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. Когда мы чувствуем, что она поблизости, мы всегда рады приехать и навестить посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам. Тем более после зиарата, который у нас ранее уже проходил в городе Хасавюрт. С того времени, как увезли эти реликвии, с тех пор сердце, душа наша скучает. Как только мы узнали, что в селении Терекли Мектеп открывается зиарат и можно посетить эти реликвии вновь, с удовольствием решили. Еще вчера были готовы приехать, но нам сообщили, что вчера вроде бы людей не впускали, поэтому мы остались и на сегодня перенесли нашу поездку. Скажите, пожалуйста, когда проходите мимо реликвии, да, мимо волоса посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, вздрогнуло ли сердце? Понимаете, в этот момент много чего не описывается, и описать тоже тяжело. Но помимо того, что сердце или душа вздрогивается, слеза тоже течет. Поэтому это большая благодарность Всевышнему Аллаху за то, что Он позволил нам сегодня видеть частицу пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам. А что бы вы сказали тем, которые еще не успели прийти сюда? Отложить все свои дела и в первую очередь приехать. Вот еще один вопрос. Какую вы даете оценку тому, что вот муфти сделал для нашего народа, вот отправив сюда реликвии посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям? Оценка высшая. Огромная благодарность нашему муфтию за то, что все возможное делал, делает и, иншаллах, будет делать для нас, мусульман, для нашего Дагестана, для всех, кто проживает в нашей республике. Благодаря большой его работе сегодня мы, можем сказать, посещаем и видим такие дозволения. Что вы пожелали бы для нагайского народа, для народа Дагестана и всем мусульманам на свете? Я пожелал бы, чтобы они благодарили Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, больше шукру делали, как наши худявы говорят, что больше шукру надо делать, потому что вот мы не в силах такую шукру делать, как на данный момент, да, но то, что мы можем, мы должны это делать, потому что как наша сейчас обстановка, да, и то, что происходит вокруг нас, вот, из этого мы больше должны благодарить Всевышнего, что у нас все, альхамдулилля, все хорошо, и они тоже, вот, то, что если мы будем их слушаться, то, что они говорят, они плохого никогда не пожелают. То, что вокруг мы сейчас видим, вот это спокойствие, вот с волосом ругались, все это связано, потому что ругались, это лучшее из творений, вот ради него, который был создан весь этот мир и все остальное. Вот. И вот здесь, когда частица существует, я считаю, что пророк, алейхиссалам, он живой здесь, вот среди вас, среди нагайского народа, он здесь. Вот. Из-за этого те, которые даже, многие, которые отрицают даже, ну, они больше лучше таубу пусть делают, чем это. Из-за этого пожелаю, чтобы они, ну, все, чтобы здесь смотрели, присутствовали, почувствовали вот этот баракат, который к вам пришел на этот. Из-за этого и, ну, благодарность, самое главное, шукр Всевышнего Аллаха делать. Я прошу Аллаха, чтобы Он принял зиарат всех тех, кто сюда пришел, всех тех, кто участвовал в этом деле. Хотелось бы пожелать и поблагодарить всех организаторов, всех участников, всех дежурных, которые принимают участие. Я знаю, что очень сильная подготовка была к этому мероприятию и до приезда реликвий. Я знаю, что это такое, в Хасавюрте мы сталкивались с этим. Пусть будет баракат на вашей земле, пусть ваш иман всех ваших жителей Нагайского района укрепляется. Пусть Аллах будет вами доволен, чтобы Он помог вам жить ради довольства Аллаха. И дай Аллах, чтобы мир и процветание было на вашей земле для всех. Пусть Нагайский район показывает своим примером лучшие качества для всех мусульман. Пусть остальные принимают от вас пример и также действуют и живут ради довольства Аллаха. Аминь, я Аллах. Мы рады принять всех гостей на нашей земле, несмотря ни на что, ни на социальное положение тоже. Аминь, Аллах.